За 2 дня делегация успела погрузиться в многовековую историю и культуру Татарстана. В их объективах и блогах остались объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Казанский Кремль», уникальный остров Град-Свияжск, интерактивный музей археологического дерева и величественный Успенский монастырь. В 1556 году на территории Казанского Кремля был основан мужской Спасо-Преображенский монастырь. Просуществовал монастырь до начала века 20-го. В 20 веке, когда боролись с религией, обитель вначале закрыли, затем разграбили, затем практически полностью сравняли с землей. Но визит был не только культурным. Важной частью программы стала встреча в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму. Гостям из Ингушетии подробно представили туристический потенциал региона, который сегодня уверенно входит в топ-5 самых популярных направлений России. Под слоганом «Татарстан. 1001 удовольствие» республика показывает впечатляющий рост. Только за первое полугодие 2025 года ее посетили порядка 2 миллионов туристов. Казань входит в число лидеров по открытию новых туристических компаний, а спрос на проживание в отелях и квартирах растет рекордными темпами. В первую очередь Казань Палас Байтасига. Отель находится в центре, находится в здании историческом. Это вот излюбленный отель, это комплекс из 2 отелей, 5 и 4 звезды. Это место такое излюбленное нашими московскими туристами. Отель достаточно дорогой, но и сервис тоже очень такой высокий. Татарстан со своим экономическим успехом туризма, республика, в которой прекрасно добрососедствует множество религий, красивых храмов, в мечети. Это, разумеется, будет любопытно любому туристу, в том числе и из Ингушетии. Жителям Татарстана наверняка будет любопытно и интересно открыть для себя горные красоты Кавказа и, в частности, Ингушетии. Конечно, подобного рода встречи при дополнительном административном регулировании, при активном участии бизнеса ведут только к тому, что народы России будут лучше друг друга узнавать. Знакомство с тысячелетней Казанью для ингушской делегации завершилось самым теплым и вкусным аккордом. Финальной точкой программы стал мастер-класс по приготовлению эчпачмака, национального татарского пирожка. Его треугольная форма – это символ кочевого прошлого народа, где каждая сторона очага была священна. Папа говорит: ну что, женушка, заберем, что ли, нашу доченьку домой? Уже ведь через 3 минуты вся деревня знала, что произошло на нашем роднике. И соседние села уже знали. Телефонов не надо, да? Быстро все разлетелось. Сегодня была интересная небольшая экскурсия по национальной одежде, по традициям. И ведущая, хозяюшка этого заведения, как она представилась, Розалия, она рассказала очень интересную историю, как раньше татары между собой приглядывали невест, женились. И у них, оказывается, есть такая же история, как и у нас, умыкание невест. В общем, было очень интересно. Познавательно, интересно, мне понравилось. Поездка стала частью культурного обмена. Месяц назад с такой же целью в Ингушетию приезжали гости из Татарстана, известные блогеры, представители СМИ, комитета по туризму. Этот обмен стал возможен благодаря личной договоренности глав наших республик. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов и раис Татарстана Рустам Миниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В Ингушетии много наслышан первый раз. И второе, к моему стыду, мы так мало знаем, оказывается, о нашей стране, об этой прекрасной земле, об этой природе, о добрых, красивых людях, о башнях, которых я даже не знал, столько башен здесь. То есть для меня это был некий культурный шок. Я очень впечатлен и природой, и очень вкусная еда у вас. Да, у нас есть отношения торговые, экономические, культурные, там, по спорту, по детскому отдыху. Но все это надо расписать, закрепить ответственных. Мы сегодня об этом договорились. Будем работать во благо наших субъектов, Ингушетии и Республики, во благо нашей страны. Сегодня приезд главы Татарстана, раиса, это такое знаковое. В действительности мы обговорили, что в ближайшее время во главе с председателем правительства определим ведомства, которые как по направлениям, и они пусть выезжают в Татарстан, там изучат предметно уже. Сегодня я должен просто сказать спасибо огромное, что вы приехали. Всегда рады будем
Ключевым практическим шагом стал запуск прямого авиарейса Магаз-Казань, который и доставил нашу делегацию в гостеприимную столицу Татарстана. Так, дружественные отношения между регионами переводятся в конкретные дела: развитие туризма, обмен профессиональным опытом и, самое главное, прочные мосты человеческого общения. В Казани завершился пресс-тур, но началась новая глава в сотрудничестве Ингушетии и Татарстана. Амина Зязикова, Билал Ахельгов, Магаз 24.